Тренды, бренды. Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали. С вами Дарья Топузлиева. С помощью этой малютки удалось создать самую большую дорожную пробку в истории кинематографа. Это был 69-й год, ограбление по-итальянски, а в кадр лихо влетал мини-купер. Созданием этого авто в середине прошлого века занялся сын легендарного конструктора Формулы-1 Джона Купера Майк. У него было собственное тюнинг-ателье, названное в честь именитого отца, неплохой заработок и желание сделать что-нибудь полезное. В самом начале своей истории мини-купер действительно был в первую очередь полезен. В 50-х в Великобритании бушевал нефтяной дефицит. Дорогой бензин и прочие последствия кризиса оставили без средств передвижения большую часть жителей островов. Купер решил создать машину для тех, кто ограничен в средствах. Конечно, без помощи отца дело не обошлось. За основу Джон взял модель Алека Эссигониса «Остин Мини». Он был настолько восхищен надежностью и управляемостью крошечного автомобиля, что решил снабдить его более мощным двигателем, дисковыми тормозами и контрастной двухцветной окраской, ставшей впоследствии визитной карточкой Мини. Но, что удивительно, небольшой, а главное экономный автомобиль чопорные европейцы поначалу встретили прохладно. В 1959 году положение не спасло даже то, что в стандартной комплектации машина стоила всего 497 фунтов. За первый год производства во всем мире удалось продать всего-то 20 тысяч автомобилей. Впрочем, крохотулька взяла свое уже через год. В 60-м было сделано уже 100 тысяч, а через пару лет объем производства достиг 200 тысяч машин в год. На многие рынки авто поставлялись под именем Остин 850 и Моррис 850. Так Мини каким-то странным и непонятным для многих способом стал культовым. На нем ездили Битлз, Бельмондо и Шарль Азнавур. За рулем мини-купера можно было увидеть и членов королевской семьи. Да что уж там, у самого Энцо Феррари их было 3 штуки. Буквально за несколько лет модификации Купер и Купер С превратились в легенду. После многочисленных побед на ралли мини-купер стал самым популярным авто в Европе. Однако с прибылями дело обстояло туго. История еще раз доказала, что грамотные физики не всегда столь же успешны в менеджменте. До 90-го года мини-купер жил под крышей более удачливой в денежном отношении Rover Group. Возрождение легендарной модели началось с широкого обсуждения в британской прессе. В нем участвовали еще живые создатели первого мини, разработчик оригинальной гидропневматической подвески Алекс Молтон и, собственно, Джон Купер. Сегодня Кроха Купер столь же популярен, как и полвека назад. Кстати, говорят, что именно эта машина вдохновила Мэри Куант на создание мини-юбки. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды, бренды. Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали.